Так, слово предоставляется представителю мэрии города Бишкек Уланбековой Назгуль Уланбековой. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, представитель мэрии города Бишкек, также нами была ранее уже направлена позиция по данному ходатайству. Мы остаемся на своей позиции. Дополнительно хотелось бы отметить, что в действительности мэрия города Бишкек в целях сохранения памятника истории и культуры республиканского значения, улучшения экологической ситуации в городе Бишкек, который сейчас находится в не в лучшем состоянии, было принято постановление номер 60 от 12 апреля 2024 года, в котором вторым пунктом было изложено отменить все ранее принятые решения постановления органов местного самоуправления и согласно приложению, где в приложении имеются 124 постановления о предоставлении в частную собственность под строение участков, расположенных на территории парка Ататюрк. Тем не менее, уважаемый суд, хочу обратить внимание на пункт 3 данного постановления, где дается поручение Департаменту по управлению муниципальным имуществом и Управлению по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек в установленном порядке принять меры по возврату земельных участков, осуществить снос, провести работу по восстановлению ущерба и так далее. Да? Здесь хочу отметить, что установленный порядок, он как раз-таки подразумевает отмену в судебном порядке в соответствии с земельным законодательством, да, нормами земельного кодекса, в связи с соответствием с Конституцией, где имеются гарантии защиты права частной собственности, которые также подразумевают отмену его в судебном порядке. В связи с этим в мэрии города Бишкек были приняты меры по обращению в судебные органы. Из 124 постановлений были в суд поданы 84 иска на сегодняшний день. В связи в дальнейшем рассмотрении в ходе как раз таки юридической неопределенности по второму пункту, подразумевающей отменить постановление согласно приложению, нами были предприняты меры и принято последующее постановление о внесении изменений в данный пункт, который подразумевает отмену в судебном порядке. В настоящее время в административном суде со стороны управления УКЗ и ДУМИ мэрии города Бишкек поданы в общем количестве 84 иска, которые рассматриваются, и 55 из которых прекращены по пропуску срока, основанием которых послужили ходатайства заинтересованных лиц о прекращении права собственности в связи с тем, что ранее уже мэрии города Бишкек аналогичное постановление к 60-му постановлению за номером 317 было принято. Были созданы рабочие группы по изучению ситуации вокруг парка Ататюрк. Были созданы рабочие группы. Однако на сегодняшний день заключения и результатов принятых мер по исполнению данного постановления не имеется. Но тем не менее судом были прекращены производства по делу. И на сегодняшний день имеется акт Верховного суда об отмене судебного акта о прекращении в связи с пропуском срока. Дело направлено в суд первой инстанции. Кроме того, имеются иски жильцов, собственников участков на территории парка, которые вследствие, их тоже было, количеством, их тоже где-то в порядке больше 20 исков поданы только со стороны жителей. И вследствие принятия 105-го постановления в июле, подразумевающего отмену в судебном порядке, данные иски были объединены на сегодняшний день. Кроме приостановленных исков, рассматриваются порядка 4 исков по отмене самого постановления 60-го. И имеются 2 судебных акта в действительности в части отмены по сносу строений и в части отмены пункта 4, подразумевающий госрегистру приостановить регистрацию перехода права собственности. На сегодняшний день данные акты не вступили еще в юридическую, законную силу и назначены в Бишкекском городском суде по апелляционной жалобе мэрии города Бишкек на 10 февраля. Второе дело еще не назначено пока, да? Хочу довести судом до сведения. Я это отмечаю к тому, что на сегодняшний день как раз-таки очень активно проводится работа защиты права частной собственности через судебные органы.
какого-либо прекращения права. В действительности, да, возникла вот юридическая неопределенность, но данный пункт, он изменен в настоящее время. Соответственно, позиция мэрии заключается в том, что на сегодняшний день, считаем, отпала необходимость, да, и вот рассмотрения, и просим, вот, полагаем, что предмета ходатайства на сегодняшний день, в связи с тем, что мэрии города Бишкек соблюдаются конституционные права граждан на судебную защиту, на защиту права частной собственности, права на жилище, выражаем позицию правомерности действий, связанных с принятием решения о внесении изменений, отмены ранее принятых решений, полагая подлежащим отказу в удовлетворении ходатайства.